Тыдынг, смс смотрю, 4,5 миллиона. Ну, мне нужны сиськи. Я дурак, да, но я главный дурак на площадке. Что за фокус? Сегодня мы сделали «Форсаж» по сборам в кинотеатре «Родина». Всем привет, я Батыр Галимов, и у нас в гостях режиссер фильма «Из Уфы с любовью» Айнур Аскар. Привет. Привет. Ты знал, что ты получишь грант? Я всегда, прежде чем что-либо начинать, ожидаю самого позитивного исхода событий. Когда я начинал снимать этот фильм, я думал, что не только грант получу, что мне еще все частный бизнес принесет мне денег, скажет: Айнур, только вот сними, только вот. Ну, да, частный бизнес принес, но не так много, как хотелось бы. А грант Сколько принес частный бизнес? 200-300 тысяч рублей. На рекламу сколько у тебя ушло? Ну, наверное, 1700 ушло на рекламу. Где-то вот так. Фильм сам, грант. Грант 4,5 миллиона. По-моему, это было ровно год назад, в числах 25 апреля. Тыдынг, смс смотрю, 4,5 миллиона. Как Сбербанк другу перечислил, да? Да. Вот, перечислили мне этот грант. Я заплатил сразу же 6% с этой суммы, отправил в налоговую, чтобы... Я понимал, что вот настанет такой день, как конец съемок, и что мне будет не хватать денег, а будет 30 марта, и мне нужно будет платить налоги, и я просто не смогу это сделать, потому что я их потрачу. Лучше я их отправлю сразу. И я отправил эти деньги сразу, там 1300 мы заплатили сразу налогов, и все, дальше мы работали уже спокойно. Ваша команда из скольки человек состоит? Около 40 человек, такой костяк. 35, вот так вот человек принимал участие в съемках, каждый день практически находились. Из них, наверное, человек 11-12, вот прям костяк, который не меняется, который вот от и до. А остальные это пришли, какую-то услугу оказали, ушли, там вот такие люди. А актеров сколько было? В общей сложности мне насчитали 246 актеров. С эпизодическими, с массовкой, со всеми, кто у нас записан в титрах, это 246. Куда я, кстати, тоже вхожу. Да, ты тоже входишь, да, 246 актеров. Да. Почти всем мы хотя бы 100 рублей и доплатили. Тебе заплатили? Мне заплатили 200 рублей. Ну, потому что деньги это налогоплательщиков, мы должны со всеми хотя бы копейку заплатить. Ты сам непосредственно участвовал в кастинге? Ну, конечно, полностью всех сам отсматривал. У меня не было кастинг-директора, который бы мне всех отсмотрел, привел и сказал: вот тебя, Джим, выборка, смотри. Это очень тяжело, я понял, что нужен кастинг-директор. Я привык на коротышке выбирать там актеров, 5-10 человек выбрал, и все нормально. Но здесь, когда тебе нужно выбрать, даже массовку, это очень тяжело. Нужен человек, который будет этим заниматься. Я тут по глупости занимался этим сам. Вот. Но мне помогали, конечно, не один я это делал, но тем не менее я всех отсматривал и со всеми работал, репетировал, там какие-то пробы проходили, все полностью сам. Но опять же школа, я учусь, поэтому... Тимур Ганиев, оператор-постановщик. Да. Ты с ним уже не первый год работаешь? То есть ты сразу решил, что вот он будет твоим оператором этого фильма? Да. Я знал, что это будет Тимур, потому что Тимур уфимец, он знает хорошо Уфу, во-первых. Во-вторых, Тимур дико выносливый, и, наверное, только он бы выдержал темп такой, потому что я понимал, что будет тяжело, я понимал, что у нас там ограниченный бюджет. Я понимал, что Тимур человек заинтересованный в этом деле, что он хочет делать кино, тем более большое кино, что он давно его не делал. Мы с ним до этого сделали «Ткачиху», а до этого сделали «Пилораму», и хотелось сделать что-то большое вместе. Да и вообще Тимур всегда поддерживает меня во всех начинаниях, за что ему отдельное спасибо. Айнур, обращаюсь к тебе. Полный метр. Вот, да, прям огромный метр. Были на съемках какие-нибудь ситуации, когда вы с ним ругались или с другими актерами? Господи, постоянно. Мы же с ним два петуха, которые ходим и меряемся там силами, меряемся просто какими-то... Он спортсмен, он привык: давай, приходи на ринг, я тебя побью. Да, мы ругаемся, да, мы там друг друга ненавидим, с ним тяжело. Я уверен, ему со мной еще тяжелее. Я дурак, да, но я главный дурак на площадке. Если мы сейчас о негативных ситуациях говорим, они сейчас мне как бы смешно. Тогда там всерьез, с пены у рта все доказывали свою правоту, и с художниками дофига спорили, ругались там. В эти моменты это для меня сложно, но тем не менее нужно всегда я себя остужаю и говорю, что, чувак, все эти люди работают на тебя, они собраны
здесь, чтобы там мою идею, именно там мои какие-то задумки, мой бред воплотить в жизнь. И надо их, во-первых, благодарить, что они здесь. И ну, я реально им был благодарен. Может быть, не всегда об этом говорил. Вообще, я очень скупой на комплименты. Благодарность? Но у тебя есть возможность такая сейчас. Блин, ребят, я реально всех вас благодарю, потому что это было понарошку, это было не по-настоящему, да и не нужно там воспринимать и обижаться на всю жизнь. Если я кого-то обидел, я прошу у вас прощения. Были ли ситуации там какие-то любовные именно во время съемок, кто-то из актеров или актрис к съемочной команде там начали мутить на съемочной площадке? Мутить. Ну, как бы мне не до этих муток было. Да, Ну, понятно, это, ты да, женат, а может есть... Да там- нет, я не к тому, что я женат, это само собой разумеется, что я к тому, что мне некогда было наблюдать там мутки, не мутки, да. Ну, вот сейчас ты уже немножко успокоился и в курсе вообще все это есть? Да вроде как люди, ну это нормально, у меня после каждого проекта люди как-то начинают, какая-то взаимная симпатия, люди что-то встречаются, общаются, дарят друг другу цветы. Я думаю, это только круто, потому что это вообще правильно, когда ты, мне кажется, это наша общая заслуга, что мы создали такую атмосферу на площадке, когда люди влюбляются друг в друга. Как квартира художника, да, с Алмазом Абировым, да. где была обнаженка. Ну. Как ты убедил актрису сняться в этой роли? Я считаю, что это прекрасная сцена, она мне дико нравится. Она немножко компрометирующая такая, вообще башкирский кинематограф и башкирскую сущность, да, потому что мы же целомудренные, нет, мы там в паранже и так далее. Очень уважаю все это дело, но я считаю, что в кино очень может быть такое, и еще и похуже, похлеще бывает. Мы очень красиво все это сделали. Как уговаривали ее? Уговаривали, ну, я позвонил, сказал: Гульмира, нам нужна актриса на роль натурщицы. Она сказала: насколько надо быть раздетой? Я сказал: ну, мне нужны сиськи. Сказала: я подумаю, потом сказала: да, потом сказала: снова нет. Потом мы искали других, потом все-таки я уговорил ее. Она приехала, и она не ожидала, что надо будет так сильно раздеваться. Всё. Слава богу, у нее длинные волосы, и она как-то раскрепостилась. Там с 12-го дубля у нас получилось это сделать. Ну, сняли. Ну, я не знаю, я не считаю, что это какая-то заслуга моя, там, ура, там, грудь в башкирском кино. Ну, и там... Ну, у тебя уже была же грудь. Да и была Асаля, грудь, да, да, в том Хоть числе. через зеркало, но грудь была. Да, Ну, я просто сегодня ходил с мамой на этот фильм. да, что она говорит? Оят, говорит, да? Ну, она немножко... Я почувствовал, что ей было неловко в этот момент. А вот специально для этого и сделано. Чтобы было немножечко неловко. У каждого голого тела есть смысл, как бы, ради чего Фарид голый, да? Да. Почему он голый? А перед ним стоит Саня, а он голый, и как бы даже глазом не шелохнет, бровью не поведет. Просто я хотел показать их отношения, что они не видят друг в друге сексуального объекта никакого. Не, кстати, есть такая определенная часть публики, которая говорит: вот, наконец-то тут есть сиськи, наконец-то тут есть жопы. И пойдем посмотрим, как будет реагировать та часть публики. Но это же тоже спекуляция на всем этом, это игра, и это нормально, мне кажется. По поводу Минкульта хотел еще спросить. Была ли какая-то предпремьерная Да, сдача? да, была То есть сдача, до конечно. вообще еще зрителей? До всех, до зрителей, еще такую незавершенную версию Министерства культуры посмотрели, да, грантовая комиссия. Ну, Были какие-то подправки после этого? нет, все приняли, как было. По поводу статуи Салавата Юлаева, то, что вот она анимируется. Мгм. Кто это делал и во сколько это обошлось? Это делал Дамир Мухамедьяров, компания Artwall. Ну, под его руководством все это делалось, как бы я заказал. Давняя моя мечта была оживить Салавата, статую именно. Там вообще предыстория была этой штуки такая, что мы хотели вообще, чтобы Салават спустился, и в этом во сне Урала он сидел в фонтане, вот в этом, где это как в джакузи развалившись сидел, и рядом с ним 7 девушек сидели, танцевали, то есть что-то такое. Сколько это стоило? Наверное, это стоило 1000. Слушай, не помню. Ну так, ориентировочно что-то. Ну, недорого. Слава богу, там, 1030, может, 40. Чтобы Салават Юлаев тронулся с места, нужно где-то порядка 30 тысяч. Нет, нужно сначала крутую режиссерскую идею, мысль, а потом уже всего лишь там 30, 40, 50 тысяч рублей. Да. Самая удачная шутка
на твой взгляд, в фильме? Мне нравится сцена пранк с поцелуями. Она такая, ну, я хотя за нее очень переживал, мне кажется, она не получится, потому что снимали вообще ее там в неделю, наверное, туда-сюда, каждый раз приезжали, вот так вот кусочками То её есть это снимали. не за один Это день? не за один день, это снималось неделю, наверное, все это дело. Ну вот как раз на этом пранке он говорит, а что за фокус? Это смешно. Ну, вообще, как придумка, вот эта бабка, появление ее, все, они мне очень нравятся, эти все глюки его. Была сцена, где они с Шамилем, когда бабушка приходит к своей любви молодости, к Шамилю в дом в Уфу, в Уфе, и они пьют чай, и Шамиль говорит, давай выпьем, что ли, говорит, за дембеля, дед Шамиль говорит. Она говорит, что, говорит, сейчас будешь молодежь спаивать, не надо. На что Шамиль говорит, ну, блин, ну хотя бы в знак нашей встречи, говорит, столько лет не виделись, давай выпьем. Она сидит, смотрит на меня, говорит, Шамиль, кутындыров-то сейнгдес яме? Ее пришлось вырезать, потому что... То есть вы это отсняли? Да, это есть. Я думаю, мы скоро выложим эти моменты, да. Шамиль, кутындыров-то сейнгдес. Были ли актеры в фильме, которые, например, тебе заплатили, чтобы сниматься в этом фильме? Не, я прям мечтаю, чтобы были такие актеры, которые бы мне платили, я бы с удовольствием бы их снимал. Нет, увы, таких актеров я не видел еще в жизни своей. А не звезданулся ли главный герой? Не звезданулся, да? Нет, совсем, они все ребята очень скромные, я им говорю, ребята, ходите, давай, звездитесь, ловите хайп, это сейчас ваше время. Реально такая самая проблемная вещь актера. Не дай бог обо мне подумают, что я зазвездился. Я считаю, что им надо сейчас звездиться, надо больше ходить, больше работать. Поэтому хочу сказать Эмилю и Оскару и вообще всем нашим актерам, ходите и звездитесь, это нормально. Ты считаешь, фильм окупит себя? Ой, Или это- сколько он уже сейчас собрал на данный момент? Я думаю, сейчас нам, чтобы окупиться, нужно собрать 10 миллионов, чтобы выйти в ноль. Ну, если бюджет 5 миллионов, кинотеатры забирают половину, 5 миллионов получим мы, и как бы вот ровно 5 потрачено, 5 получено, да? Какая-то есть статистика на данный момент? Нам еще далеко, чтобы окупиться. Сегодня мы сделали «Форсаж» по сборам в кинотеатре «Родина». Когда-то мне надо мной смеялись, просто схватившись за живот, запрокидывая голову наверх, громко-громко, гомерически надо мной смеялись и говорили, что ты сделаешь «Форсаж», повтори это еще раз, да, я сниму, типа того. Грубая математика показывает, что чтобы собрать там 10 миллионов, нам нужно идти месяц, каждый день по 2 сеанса, полные залы, хотя бы по 100, по 150 человек, со средней стоимостью билетов 200 рублей. Ну, это нереально. Не знаю. Я хочу себе ставить высокие цели, и я надеюсь, что так случится. Правда говорят, что ты отказался от съемок в Москве специально, чтобы снимать здесь, в республике, поднимать, так скажем, наш кинематограф на новый уровень? Да, ну, частенько предлагают какие-то проекты в Москве. Благодаря, ну, не благодаря, или благодаря этому проекту «Из Уфы с любовью» я там отказался от 2 таких немаленьких проектов, где мне предлагали быть режиссером. Надо поднимать свой башкирский кинематограф, надо каждый год хотя бы по полному метру снимать, я считаю. Тогда уже можно будет говорить всерьез о башкирском кинематографе. Ты считаешь, что именно ты поднял кино башкирское на новый уровень, Блин, как ну ты говорят? сейчас стебешь меня, да? Это, понимаешь... Ну, потому что люди говорят, то есть Не, ну- мы не знали, что в Уфе у нас могут снимать так. Понимаешь, То в есть чем суть? Сколько фильмов до этого снимало? Хоть раз один фильм был в таком прокате? Ну, нет. Ну, то есть, значит, ты со своим Но, фильмом... понимаешь, я же не на пустом месте это сделал. Если бы я пришел, и здесь до меня никто ничего не делал, не пытался, и вдруг я пришел такой лихой парень, и... Нет, не так ведь. Есть киностудия «Башкортостан», есть люди, которые работают на этой студии годами. Как говорят люди, взращивают почву, на которой вот я первый, кто взошел, может быть, да. Ну, То есть ты- это громко сказано, я маленький росточек, который появился, люди Мгм. говорят, о, кино появилось, которые не видели там ничего, взошло наконец-то. Но до этого многие люди, пока 25 лет существует студия, без этой работы, которая велась бы, без киностудии «Башкортостан», которая дала нам всю технику, хрен бы что получилось, реально. Чем больше мы год от года снимаем фильмы, тем сфера развивается, и шансов, что кто-нибудь новенький придет и выстрелит больше. А это наша цель. Поэтому мы проводим питчинги дебютантов, поэтому мы проводим курсы. Гульфия Шарипова ведет там киношколу Макгафина, и вот как киношкола Булата Юсупова. Все это вот
И надеюсь, что скоро появится кто-нибудь, кто там снимет первый свой фильм, это будет шедевр, там он получит Оскара или получит там Берлин, Венеция, Канны. Дай бог, мы только будем за, серьезно. Над каким проектом ты сейчас работаешь? Сейчас работаю над проектом проката фильма «Из Уфы с любовью». А будущие планы — это делать фильм полнометражный «Буран». Потом еще есть одна идея, недавно появилась, хочу сделать башкирский хоррор. Вы сняли же картину «Янь», да? Вы же просто придумали что-то там, Да. вымышленный персонаж. Я даже не знаю, откуда он у вас взялся, не помню. Даже не думай. Не думаю даже, да? Ну ладно. А я же хочу взять с башкирского фольклора. Я хочу пособирать по бабушкам все страшилки летом поездить. Черт, записать все эти байки, которые у нас ходят, которые у костра рассказывают. Черт, ты украл мою идею. Хотя нет, давай вне камеры об этом обсудим. Хорошие идеи витают в воздухе, да. Ну ты сделаешь по-своему, я сделаю по-своему. У меня есть шанс теперь получить, на следующий мой фильм есть шанс получить деньги на поддержку дебютного кино. Дебютным считается первый или второй фильм. Тебе, Айнур, большое спасибо. Хочу сказать от имени себя, от моих коллег, от знакомых, от которых я слышу, что наш кинематограф реально поднялся на новый уровень, что люди говорили, что я не думал, что я пойду на кино, снятое здесь в Уфе, и что у нас Уфа такая красивая. Спасибо вам. Что пришел. Ходите в кино, любите наше кино, ломайте свои стереотипы. Ну и встретимся в кинозалах с попкорном и с напитком уже на нашем новом фильме каком-нибудь. Ярар, хуш!